Саха-Якутии от 19 апреля 2017 года под номером 1279-1 об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и принятыми в соответствии с ними законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Согласно статье 2 Федерального закона 209, правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов основывается на следующих принципах. Обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия, установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и других факторов. Участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской Федерации. Учет интересов населения, для которого охота является основой существования, в том числе коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока нашей страны. Использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными, в том числе при подготовке и дрессировке собак охотничьих пород. Гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов, определение объема добычи охотничьих ресурсов с учетом экологических, социальных и экономических факторов, платность использования охотничьих ресурсов. Согласно статье 5 Федерального закона номер 209, участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальное образование, физические лица и юридические лица. Статьей 35 того же Федерального закона определены полномочия органов местного самоуправления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Кроме того, органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года под номером 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. Таким образом, наши коллеги из Госсобрания Тумен просят принять решение об установлении минимальных размеров площади общедоступных охотничьих угодий и направить его в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. На основании обращения коллег из Госсобрания Тумен, руководствуясь пунктом 1 статьи 55 и пунктом 2 статьи 58 регламента Якутской городской думы, принято решение о проведении депутатских слушаний. В работе принимают участие народные депутаты республики, депутаты города Якутска, глава города Якутска Николай Григорьев, заместитель министра экологии и природопользования лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Дадухов Николай Васильевич, руководитель департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия Петров Петр Лукич, председатель Верховной палаты города Якутска Неустроев Иван Петрович, заместитель главы городского города Якутска, руководитель структурных подразделений окружной администрации и приглашенные. В повестке заседания депутатских слушаний рассмотрение вопроса о рекомендациях круглого стола Госсобрания Тумен Республики Саха-Якутия на тему о проекте схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Саха-Якутия. Перед началом работы разрешите огласить регламент депутатских слушаний, доклад до 15 минут, выступление до 5 минут, вопросы до 3 минут. Коллеги, предлагаю работу депутатских слушаний привести в формате конструктивного диалога и, соответственно, выработать рекомендации наших слушаний. Приступаем к рассмотрению вопроса. Слово для доклада предоставляется Дадухову Николаю Васильевичу, заместителю министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Да, с трибуны будет удобнее. Добрый день, уважаемые участники решения. У нас доклад будет по схеме размещения и использования охраны охотничьих. Министерство экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия является полномоченным органом исполнительной власти Республики Саха-Якутия
осуществляющим отдельные переданы полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, проводит планомерную работу по организации рационального использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов. В 2021 году Министерством экологии завершены полномасштабные работы по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий. Начатые еще в 2012 году отдельно по каждому району и городскому округу на территории республики. Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий республики проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в охоте, сохранении и использовании охотничьих ресурсов и среды обитания. Схема разрабатывается на основе материалов государственного хозяйственного реестра, данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды обитания, материалов, отражающих состояние ведения охотничьего хозяйства субъекта Российской Федерации, материалов натурных исследований, лесного плана субъекта Российской Федерации, схем развития и размещения особо охраняемых природных территорий, имеющихся ведомственных материалов, как статистических материалов, литературных источников. Целью схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий является обеспечение на территории республики сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов как основы для развития охотничьего хозяйства. На 1 января 2020 года в Государственном хозяйственном реестре республики числится 337 пользователей. За ними закреплено 121 миллион 970 тысяч 40 га. Это 50% охотничьих угодий. Общедоступные охотничьи угодья составляют 119 миллионов га и, соответственно, 49,4% охот угодий региона. На территории городского округа город Иркутск действует 4 пользователя. За ними закреплено 176 992 тысячи га охотничьих угодий. Общедоступные охотничьи угодья составляют 48 975 га. Федеральный закон об охоте устанавливает, что общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее 20% от площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. Согласно разработанной схеме установлено, что в республике этот процент площади общедоступных охотничьих угодий составляет 49,4%. То есть, исключая необходимую 20% площадь общедоступных охотничьих угодий, установленную федеральным законом, процент от общей площади угодий, который может быть выставлен на аукцион на право заключения хозяйственного соглашения, составляет 29,4% или около 70,4 миллиона гектаров. На территории городского округа города Иркутск закрепленные охотничьи угодья составляют, кажется, вам 176 тысяч га, это 78,3% от угодий. Общедоступные охотничьи угодья составляют 21,7%. Вместе с тем существуют определенные вопросы, касающиеся расчета процентов общедоступных угодий. Как было указано выше, согласно федеральному закону, процент общедоступного угодия должен составлять не менее 20% от площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. Исходя из этих норм, может сложиться такая ситуация, что наибольший процент общедоступных угодий будет в отдаленных арктических северных районах. Более того, учитывая низкую продуктивность охотничьих угодий республики, 20% общедоступных угодий не сможет удовлетворить основную массу охотников густонаселенного района. Учитывая значимость данного вопроса среди охотников республики, возникла необходимость внесения уточнений в республиканский закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов после проведения всестороннего анализа данного вопроса широким привлечением специалистов, заинтересованных в Министерстве ведомств, администрации ВУЗов, общественных организаций. В данное время Министерство экологии по результатам круглого стола на тему проекта схемы размещения и использования охраны охотничьих угодий на территории республики совместно с Комитетом по земельным отношениям, природным ресурсам и экологией государственного собрания и документ подготовлен и внесен проект номер 373-6 Закона Республики Саха-Якутия о внесении изменений в Закон Республики Саха-Якутия об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.
в котором предусмотрено положение о том, что общедоступные охотничьи угодья составляют не менее 30% от общей площади охотничьих угодий республики и устанавливается в пределах границ муниципального района или городского округа на основании решения представительного органа муниципального района и должны составлять не менее 20% от общей площади охотничьих угодий муниципального района или городского округа. Данный проект планируется рассмотреть во втором и окончательном чтении на 36-м очередном пленарном заседании Государственной Думы 28 апреля этого года. После принятия данного закона представители органов муниципального района или городского округа должны принять решение о установлении общедоступного охотничьих угодий, которые будут включены в проекты схем размещения и использования охраны охотничьих угодий республики. И будут проведены общественные слушания по проекту схем размещения и использования охраны охотничьих угодий в каждом муниципальном районе и городских округах. Далее, с учетом результатов общественного слушания и на основании пункта 8 статьи 39 Федерального закона об охоте номер 209, Министерство экологии разработает проект указа главы Республики Саха-Якутия об утверждении схем размещения и использования охраны охотничьих угодий на территории Республики Саха-Якутия. И после согласования заинтересованных министерств и ведомства внесет на утверждение главе Республики. После утверждения главы Республики Саха-Якутия на основании пункта 6 порядка составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также клеивания ее составе и структуре, копия утвержденной схемы на бумагом и электронном носителях представляется в месяц с момента ее утверждения в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Что касается получения новых охотничьих участков, сообщаем, что закрепление охотничьих угодий на территории Российской Федерации производится согласно порядку, установленного Федеральным законом об охоте номер 209, согласно которому земельные участки, лесные участки и земель, находящиеся в государственной собственности, предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям только по результатам аукционов на право заключения хозяйственных соглашений. Где и в каких местах будут проведены эти аукционы, будет определяться схема размещения и использования и охраны охотничьих угодий на территории республики. Закрепление новых охотничьих угодий вопрос. Да? Согласно федеральному закону об охоте, закрепление новых охотничьих угодий, как я уже сказал, только по результатам аукциона. Проведение данного аукциона возможно после разработки и утверждения схемы размещения и использования охраны охотничьих угодий. Утверждение схем даст возможность принимать управленческие решения, направленные на сохранение, восстановление и увеличение численности охотничьих ресурсов, регулирование и использование, обеспечить наполнение государственного хозяйственного реестра актуальной документированной информации об охотничьих ресурсах, об их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, получить научные исследовательские разработки и рекомендации по отдельным группам животных, по осуществлению мероприятий в области организации и ведения охотничьего хозяйства. После утверждения схем появится возможность начать проведение аукционов по закреплению угодий для рационального использования всех угодий республики, для внедрения передовых методов и технологий в охотничьем хозяйстве, вольерного и полувольного содержания охотничьих ресурсов, дичероплетения и так далее. В начале проведения аукционов по закреплению охотугодий, а также вся необходимая документация для участия в них будет размещена на официальном сайте Министерства экологии во втором квартале 2022 года на сайте Минприроды Саха.gov.ru. Порядок организации проведения аукциона установлен Федеральным законом об охоте, согласно которого Министерство экологии определяет начальную цену предмета аукциона, начальную цену права на заключение хозяйственных соглашений, а также размер денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, далее также обеспечение заявки на участие в аукционе и существенные условия хозяйственного соглашения. Что касается стоимости проведения аукциона, то она определяется как сумма годового размера арендной платы за предоставляемые в аренду земельные участки и лесные участки, рассчитанного исходя из минимального размера арендной платы
по договорам аренды земельных участков и лесных участков для лесных участков определяется согласно Лесного кодекса Российской Федерации. Для земельных устанавливается субъектами Российской Федерации и годового размера сборов за пользование объектами животного мира. Глава 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок проведения аукционов на право заключения хозяйственного соглашения урегулирован федеральным законом 209. В соответствии с статьей 28 данного федерального закона решение о проведении аукциона на право заключения хозяйственного соглашения принимается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В республике это Министерство экологии. В качестве организатора аукциона выступают органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или действующие на основании с ним специализированные организации. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принявшие решение о проведении аукциона, определяют начальную цену предмета аукциона, а также размер денежных средств и существенные условия хозяйственного соглашения. Организатор аукциона устанавливает время, дату, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, также величину повышения начальной цены предмета аукциона, шага аукциона. Шага аукциона устанавливается в пределах от 1% до 5% начальной цены предмета аукциона. Не менее чем до 25 рабочих дней до дня проведения аукциона организатор должен разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном правительством Российской Федерации. Постановление правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 года номер 767 официальным сайтом Российской Федерации в сети интернет для размещения информации о проведении торгов утвержден сайт www.торги.gov.ru. Министерство экологии Республики разработано приказ от 13 мая 2019 года об аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения хозяйственного соглашения, требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе на право заключения хозяйственного соглашения, в котором утверждены положения об аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения хозяйственного соглашения, требования к содержанию заявки на участие в аукционе, форму заявки на участие в аукционе, требования к документации об открытом аукционе на право заключения хозяйственного соглашения. По начале проведения аукциона по закреплению ключевых угодий, а также вся необходимая документация для участия в них будет размещена после утверждения схемы угодий на официальном сайте Министерства экологии, как я сказал, во втором квартале 2022 года. Но у нас по схеме и по проведению аукциона, по закреплению новых ключевых угодий такая информация. У меня все. Если есть вопросы, будем отвечать. Спасибо, Николай Васильевич, за выступление. Уважаемые коллеги, приступаем к вопросам. Какие будут вопросы, Николай Васильевич? Вопросов я вижу нет. Спасибо. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Уважаемые коллеги, какие будут у нас вопросы либо выступления, есть ли у нас желающие еще выступить со своими предложениями, замечаниями? Так, значит, я вижу, что у нас поступили предложения по повестке депутатских слушаний от Якутского городского общества охотников и рыболовов имени Охотоведа Сантаева. Вот. У нас в зале присутствует представитель правления? Да. А можете пояснить насчет ваших предложений?
Попов Николай Степанович, председатель управления Иркутского городского общества. Значит, да, мы направили свои предложения. Сегодня. Работает, ну, работает. Работает там? Что-то тихо. Или нет? Нет, по-моему, не работает. Не работает, по-моему. По-моему, не работает. Видимо, зарегистрировался. 2 часа. Значит, рассмотрев все материалы, которые поступили в наш адрес по теме сегодняшнего заседания, мы пришли к тому, чтобы направить 3 предложения у нас здесь. Значит, первое предложение. Как мы все услышали, но я буду сейчас вот это первое предложение касается конкретно городского округа города Иркутска. Что, как Николай Васильевич доложил, территория общих доступных охотугодий в городском округе составляет 21 с небольшим процентом. Видите ли, это мы вписываемся все те требования, которые изложены в федеральном законе об охоте номер 209. Но прошедшие годы существования и как были закреплены охотугодия, это в 2011 году, мы видим, что не удовлетворяется спрос для охотников, которые проживают в городском округе. Это прояснилось, повлияло и на то, что сложилось впечатление, как у охотников, так и у граждан города Иркутска, что из-за нехватки этих общедоступных территорий людям негде осуществлять охоту. Наше предложение заключается в том, чтобы удовлетворить этот спрос, а также в связи с тем, что вот эта неудовлетворенность предоставления охотугодий сказывалась и на социальной напряженности граждан. Появлялись противоречивые отношения, что вот в поле только можно охотиться, на горе там все частники и частники. Наше предложение заключается в том, чтобы увеличить площадь общедоступных пользований, исключить из особо охраняемых природных территорий ресурсный резерват Кентиме, учитывая, что опыт, который за эти годы накопился, такой эффективной отдачи от этого резервата, в общем-то, нет. Но, значит, в свое время Департамент биологических ресурсов внес изменения, действовавшие ранее положение, которым запрещалось охота, а потом внесли изменения и охоту на этой территории разрешили. Но были закреплены такие участки именно только вдоль речки Кентиме, очень плотно. Да, конечно, они были вынуждены соблюдать особый режим посещения, выдавались путевки в ограниченном количестве, а большая часть территории этого резервата оставалась незадействованной в отношении к проведению охоты. И к тому же были прецеденты, когда на этой территории в особо охраняемых ресурсном резервате Кентиме замечены многие случаи, значит, использования с целью охоты различными гражданами, которые, в общем-то, по своей сути нарушали действующие правила, положения и всевозможные нормативы.
Поэтому в этом случае, что мы считаем исключительно присутствие дела из системы особо охраняемых природных территорий. Второе предложение, которое мы посчитали озвучить, это в отношении проведения аукциона. Об этом очень давно мы говорили, но в республике мы его только сейчас, и как Николай Васильевич сказал, по-моему, приказом в 2019 году был определен порядок проведения аукциона. Сегодня уже 22 год, и, ну, худо-бедно, но какие-то движения есть. Это радует. Мы предлагаем, что проведение аукциона, за исправление работы в городе, следует учесть приведение изменений в закон республики нашей, по вопросу сохранения охотничьих ресурсов, были учтены интересы граждан республики, для которых охота является традиционным видом деятельности. То есть заложить в порядок проведения аукционов приоритетное их участие среди желающих участвовать в этом аукционе. Об этом нигде ничего не говорится. Как будут проводиться эти аукционы? В жизни на практике мы слышим и чувствовали, что многие, конечно, согласно закону федеральному об охоте, ждут и претендуют получить здесь у нас охоту в городе. Запретов никакого мы не устанавливаем. Наше предложение звучит о том, чтобы вот эти наше местное население, граждане республики, имели и за ними закрепили в нашем законе об охоте их приоритетное участие в этих аукционах. И третье предложение тоже касается подходящей деятельности. Мы наблюдаем, что на охоту в воде, кроме закрепленных именно как охоту в воде, осуществляются другие виды деятельности на этих же самых территориях. Это сельскохозяйственная деятельность в качестве коневодства табунного. Это, значит, карьерная добыча строительных материалов, песка, глины, которые все необходимо. Но делается это именно на охотничьих угодьях. Значит, и получение вот этих разрешений на ведение этих видов деятельности никакими нормативными актами не подтверждается и не закреплены. То есть выделение пастбищ, которое, в общем-то, на охотоводьях тоже является непосредственно самими охотоводьями. Вот. Минсельхозом, где выдаются. Вот, карьерная разработка строительных материалов, как мы в нашем лесничестве сегодня выясняли, лицензии вообще выдаются за пределами республики. И вот надо как-то учесть, чтобы... Я не прерываю, да, но это не вопрос охоты в Вот вы пишете, что карьерная добыча строительных материалов, значит, сельскохозяйственная деятельность, то есть к охоту будем проведения не относится. Я вас понимаю, да? Поэтому давайте мы тогда так сделаем, да, вот, в большей степени, да, значит, эти вопросы, скорее всего, уже республиканского характера, да. Я бы хотел бы спросить, Николай Васильевич, вы не могли бы прокомментировать первый вопрос, который ставит Николай Степанович? Понятно. Николай Степанович, но городское общество охотников имеет не так большую территорию, более 100 тысяч убыль. Площадь территории, тут еще выходит, около, конечно, мы знаем, что она не изменится и не в силу
удовлетворением, потому что Якутск живет очень большое количество. Много. Да. Я это понимаю. Поэтому есть выдаются разрешения на другие районы. Мы пробовали уже я оставляю вот допустим, районов, да, территории других районов. Оставляется в размере 1/3 всех общедоступных. Поэтому они и так будут участвовать. Конечно, если насчет выведения из состава ресурсного зарплаты НТМ, это вопрос такой не должен стоять, потому что в федеральном законодательстве есть такая статья, что площадь особо охраняемых территорий не должна уменьшаться. И второй вопрос. Все республики проведения ученых по захоронению кончим люди следует чистки внесения изменений в закон. Интересы граждан республики, для которого является традиционным видом жизнедеятельности. Этот вопрос мы уже еще обсуждали еще в 2008-2009 годах. Во всех районах Урусов были созданы советы правоохранительного, они собирали всех заинтересованных охотников, организаций, предприятий и разделили между собой охотничьи угодья. Поэтому и сейчас все нормально. Я говорю об аукционе. Мы говорим о проведении аукциона. По проведению аукциона? Да. Ну, по проведению аукциона тоже главы несколько районов написали, что не хватает угодий общего пользования. И поэтому внесли предложение проекта о том, что не менее 30% охотничьих угодий были общедоступными. Это для граждан делается. Но я все-таки еще хочу раз подчеркнуть. Поэтому этот закон будет Я понял, да, но я хочу подчеркнуть, есть что Сейчас давайте по очереди, да, пусть дадим выступить, а потом, если есть дополнение, у вас. вот насчет третьего вопроса. Определить механизм предоставления прав на осуществление других видов деятельности. Да? Ну, только пользователи должны пользоваться только охотничьим ресурсом. А остальные тоже должны жить и работать. Там земля есть, лес есть, сельскохозяйственные угодья, сенокосные угодья. Люди тоже должны этим заниматься. Мы ограничить никак не можем. но эти осуществление этих видов деятельности наглядно показывает, что нарушается среда обитания животных. Это мы заметили на своей практике, особенно касаясь карьеры. Но если есть такие факты, нам принесите, министерство, какие факты там нарушения природоохранного законодательства. Отреагируем, посмотрим. Мы же просим не о том, что нам запрещают представлять эти факты, а просим о том, чтобы был какой-то механизм согласованности осуществления этих действий. Потому что мы иной раз даже не знаем, что вот у нас на нашей охоте вот появилось там одно хозяйство по коневодству, в другом, на других участках еще появилось. Это для нас звучит как новость. И зачастую эти значит, товарищи, которые занимаются этим видом деятельности, они считают, что это все их водоем, их территория. Да. С их стороны проявляются уже некрасивые реакции в отношении тех охотников, которые сюда приходят, не только члены нашего общества, но и все другие охотники. К ним применяется, выгоняют, запрещают. Это наше и все, нам выдали. Вот это здесь найти какой-то. Николай Иванович, конечно, и дальневосточный гектар дает не одной охоты же будут жить. Поэтому надо обратиться в Министерство сельского хозяйства, которое имеет сенокосные угодья. Надо в департамент лесных отношений обратиться. Там лес тоже используется
с ними соглашение сделайте, пусть они вас предупреждают, если куда-то кому-то какие-то участки выделяют под какую-то деятельность. С ними тоже надо работать. Ну, это же не задача пользователя. Ходите, согласовывать. Ну, у меня все. Хорошо. Значит, уважаемые коллеги, какие будут у нас еще, пожалуйста, представьтесь, значит. Микрофон есть, да, работающий? Нет, ну я громко тоже могу говорить, наверное, слышно будет. Добрый день, Альберт Николаевич, Евгений Николаевич, Николай Васильевич, участники круглого стола, Ангелина Иванова, председатель Союза обществ, охотников, рыболов и пути. У меня, в частности, вопрос Николаю Степановичу. Вы сегодня говорили, как раз интересы, не соблюдаются интересы права и охотников города Якутска. То есть на сегодня у нас самый длинный участок, это ваш участок, и хотелось бы спросить, сколько у вас членов общества, самое большое население охотников, это в больших городах, в том числе в городе Якутске, сколько у вас членов и какая у вас проходимость, это вот второй вопрос. И третье, как вы объясните, мне, допустим, республиканскому обществу очень много жалоб поступает именно от охотников города Якутска. У вас поделены участки на 14 участков. То есть простые охотники, то есть жители города Якутска, не могут они попасть в эти участки. Вы можете мне это ответить? Допустим, я по республике интересы и права охотников и рыболов рассматриваем мы на уровне республики и Российской Федерации, то есть на федеральной площадке в России тоже. Поэтому хотелось бы уточниться у вас, какая у вас проходимость охотников. И сколько у вас членов охотников и по 14 участков. Я понял вопрос. Спасибо. Можно ответить? Да, пожалуйста. Чтобы всем понятно было. Так, я первый вопрос Акира Петровна не понял, вы услышал второй и третий. Поэтому я с конца начну. Значит, то, что вы называете проходимостью, так? Сезон сколько охотников вот Вот. бывает? Проходимость, я понял, что вы... Емкость же, есть же проходимость сколько-то охотников. У вас же территория 100 тысяч Ну, га. я сейчас вам покажу. Значит. Если вы, значит, мы реализуем и даем право охотиться на наших охотников не только членам общества, но и всем охотникам, которые не являются членами общества. И здесь соотношение такое, вот, что большее количество охотников это не наши члены. Соотношение, если посмотреть по выдаче лицензий, то охотники, которые не являются нашими членами общества, но мы им разрешаем, даем право охотиться, их примерно в 2 раза больше. Так? Самих же членов общества у нас будем говорить, по состоянию на 1 января 2022 года в пределах 220-230 человек. То есть, значит, охотники, которые у нас приобретают лицензию, не являясь членами, их порядка около 500. Вот. И теперь, значит, по первому вопросу я подхожу. Что вы там хотели спросить? Вот участки, значит, у вас поделены понял, на 14 понял. частей. Понял я. Так, о чем речь идет? Значит, да, это наше внутреннее охотобустройство. Значит, когда мы приступили, получили, значит, территорию под охотугодие, нужно было, вставала задача, как выполнять требования федерального закона. Поэтому мы пришли к такому решению, что члены общества объединяются в свои коллективы. Коллективы они объединяются, значит, в основном по интересам своим. И предоставили им эти участки, чтобы они на этих участках проводили биотехнические мероприятия и занимались проведением зимнего маршрутного учета. Это очень важные требования федерального закона. Более того, значит, мы эти коллективы на своих участках вопросами экологии занимаются. Когда приступали к освоению этих участков, там машинами вывозили мусор
соответствующих участков, где меньше, где больше. Да, тут шла притирка наших коллективов с другими охотниками, которые, ну извините, ну по-хамски ведут, вот висят наши аншлаги, обозначены, как требуется. Вот они этот мусор не уводят с собой, как просят наши члены общества, да, из этого коллектива. Демонстративно вот у этих знаков бросают. Как будто бы это очень трудно пакетики увезти с собой в город и соответствующие места для сбора мусора ставить. Также наши члены общества оказывают большую помощь, и мы тесно сотрудничаем с нашим лесничеством, в чем не раз руководитель лесничества Юрий Геннадьевич подчеркивал, что как мы видим, что появились ваши коллективы, и нам легче стало работать, потому что коллективы проводят профилактическую работу среди населения, это и среди ягодников, грибников, вот, разъясняет меры предосторожности от пожаров, сохраняя леса наши. Вот этим всем эти люди на этих коллективах, на этих участках занимаются. То есть, я повторяю, это участки, которые относятся к нашему внутреннему охотобустройству. Нет, это понятно. К нам поступила информация, именно на таких участках не допускаются простые охотники. Поэтому и вот вы говорите, большая часть не члены общества. Да. То есть вот когда вот такое недопущение идет, естественно, охотники вам в членство не пойдут. Очень Здесь... большое недовольство, социальная напряженность именно из-за этого и начинается. Вы говорили социальная напряженность. Да, а как мы говорил. можем эту социальную напряженность снять-то? Вы должны привлекать охотников. То есть сколько процентов из числа охотников всего города Якутска у вас в членах состоят? Чтобы понятнее было нам. Ну, вот Всем, допустим, я это не назвал можно, мне кажется, 220-230 человек. 220-230 человек. Члены нашего общества. Это Помимо горожане этого, города вы говорите, Якутска. которые приезжают на охоту. И кроме этого, я говорю, около 500 человек приобретает лицензии, которые охотники уже не являются. Лицензия? А? Лицензия сколько стоит? Ну, лицензии, значит, дано нам право устанавливать, исходя из понесенных своих затрат. Нет, вы сумму назовите просто и все. А для примеров, да, конечно, вот здесь наш подход такой, что для членов общества примерно на 15-20% стоимость лицензии дешевле, чем для Нет, охотников. стоимость назовите вот для членов общества и вот Коммерческая стоимость. Это я сейчас назвал, значит, соотношение такое, что, ну, а фактически, ну, реальная абсолютная стоимость, к примеру, волк для членов общества стоит 950, а для охотника, который не является, 950 чего? рублей. Да. А на копытных А коровах для, большая заинтересованность на копытных. а для не членов общества лицензия на волка стоит 2000. Вот это повышение цен вот мы провели, осуществили в феврале этого года. На других животных Прошлый год, например, для На других животных сколько парнокопытных. Прошлый год у нас лось стоил, и здесь правило еще такое, лицензии для на парнокопытных, то есть на те объекты охоты, которые нам лицензии выдаются по квоте установлены, имеют право претендовать только члены общества. Так вот, значит, в прошлом году лось стоил 40 тысяч, косуля 25 тысяч. В этом году, в феврале месяце, как я сказал, повысили стоимость лося до 50 тысяч, а косули повысили до 30 тысяч. Аналогично по пушнине, по птице
Но придерживаемся соотношения, я повторяю, что для членов общества Николай Степанович, распределение, я перебью, распределение на копытных. Это очень самый большой интерес для охотников. То есть вы говорите, распределяете только между членами общества. Совершенно верно. Каким образом? У вас жеребьевка или как? Почему вот Ну, жеребьевка? эти вопросы за Кирой Петровной возникали раньше, я на них отвечал. А сколько стоит вступить ваше общество? Но я этот и вопрос также я не членское закончил. общество? ответ. Ну вы же повторяете, поэтому я говорю. Николай Степанович Кустур, даже. Я хотел сказать, как у нас Вы происходит же распределение. до Соболя дошли. Больше всего интерес у охотников это на копытных и на водах. Вот в отношении копытных я сказал, что только имеют право претендовать члены общества. Вот, а как мы распределяем, у нас нет никаких жеребьевок, нет никаких там, розыгрышей. Вот. Установлен порядок. Как только мы получаем информацию, что последняя точка, когда глава республики утверждает лимиты и квоты, нам известны квоты, и люди, члены общества, значит, проявляют активность, всегда следят, а когда выйдет этот указ, когда будет подписан, подходят и говорят, я хочу нынче взять. Успел ли я попасть в список? Да, успели, пожалуйста, записываем. Потому что лицензии мы получаем там где-то уже ближе к сентябрю месяцу только, а такие списки составляются вот в конце июля, начале августа. И еще вы хотели что-то услышать? В принципе, вы же не ответили, сколько стоит, чтобы вступить охотник. Охотник. Ну вот я же не Членские забываю. ассоциации. Значит, по уставу, значит, наше общество открыто, и нет никакого мер ограничения для вступления. Вот. Вступительный, нужно оплатить вступительный взнос и оплачивать членский взнос. А сколько стоит? Когда мы начали вот, к этой работе приступили, вот начиная, значит, с 2011 года по 2017 год, как вот вышел закон, охотники, естественно, все поняли дословно, что да, теперь никаких взносов платить не надо, нет никакой обязанности быть членом какой-либо общественной организации в сфере охоты. До 2017 года мы восстанавливали, люди приходят, говорят, а мы хотим в городском обществе состоять. До 2017 года мы так называемую амнистию проводили и принимали, восстанавливали без оплаты членского уступительного взноса. Начиная с 2017 года, да, все, мы уже приняли решение, что переходим, устанавливаем вступительный взнос. На сегодняшний день вступительный взнос нашего общества – это разовая оплата, стоит 10 тысяч, а членский взнос ежегодно 700 рублей. Хорошо. Николай Степанович, а вот годовой оборот ваших сборов, взносов, лицензий какой? Ну, сбор, значит, членских взносов. Итого сколько? Сейчас я вам в сумме абсолютно не ошибусь. Но вот 200, грубо, 200 человек по 700 рублей, это что получается? Это получается 4 нуля и 140 тысяч. Я имею в виду, включая лицензии, вот вы сказали 70 тысяч. Вот. Это членские доходы, это членские взносы. А доходы от реализации лицензий вот, у нас доходят до где-то около 900, приближается к 1 миллиону рублей. А вот как можно сделать, чтобы каждый желающий мог вступить к вам? Я повторюсь, что у нас нет ограничений. Пожалуйста. А почему жалобы поступают на нас? Никогда не слышали, никогда никто не возмущался. Очень Наоборот, мы сейчас уже второй год, уже 2 года прошедших сезона, мы объявляли, значит, такую акцию, что кто вновь вступает, вот, чтобы он попадал не в общий порядок претендования на лицензию, а для вновь вступивших в этом сезоне, вот, мы гарантированно откладывали энное количество лицензий
Вот я вновь вступивший. Так вот в первом году, значит, когда эту акцию проводили, значит, вступило 10 человек, все гарантированно получили лицензии на косулю. В прошлом сезоне прошедшем мы уже позволили себе 20 лицензий на эту акцию отправить, вступило 22 новых члена. 20 получили. Хорошо, понятно. Закирия Петровна, а сколько жалоб вам поступает такого рода, что вот не могут вступить? У нас как сезон охоты начинается, и вот закрытию сезона очень много, довольно-таки. Ну сколько? 50, 10, 100, 20 там? 50, 100. Что Что не- год 100 у нас. Кто хотят к нам происходит. вступить, столько человек. Очень много И жалоб, не что вот было эти отказов. 14 участков поделенные, это частники сидят, и там говорят, они избушки, и нас не допускают. Просто-напросто нас оттуда вытурят. Я сколько раз их отправляла Николаю Степановичу, вот поговорите, он председатель, и он должен решить этот вопрос. Такого количества. И если да. вы не члены общества, то лучше, пожалуйста, вступите, и там можете уже на уровне решить. А теперь я хотела бы спросить, вы вот, допустим, это ваше право, конечно, по 40, по 50, хоть за 100 тысяч, но это стоимость, это предоставление услуги. Лось 1,5 так и остается, а косуля 400. Услуги. Какие услуги вы предоставляете охотникам, продавая вот так за такую стоимость лицензии? Ну, Чтобы это привлекательность охотников больше было вам. привлекательностью, Чтобы мы эти жалобы вам привлекательностью к отправляли. этому не будет являться. Вот здесь мы исходим из того, что вот, общество находится на стадии развития и Да. поднимается, только-только с колен поднялось. Так? И в наших 10 лет. планах, да, предлагать услуги, это и по предложению, где можно охотникам, любым охотникам воспользоваться, переночевать, укрыться от невзгоды в той избушке, которой относится это к инфраструктуре, мы ее обязаны создавать. Ну вот на каждом, сейчас еще не на всех участках, но на большинстве из 14, ну где-то 8-9 уже временные постройки имеются. Дальше планировали и рассуждали вместе со всеми, значит, этими коллективами. У них, конечно, работает очень хорошо. То есть ваши субарендаторы предлагают вот эти... Они у нас услуги, не да? субарендаторы. Они не арендуют у нас территорию. Поэтому вот это неправильное понимание вот и приводит к замешательству и рассуждению людей. Отсюда и появляется, что да, люди жалуются, да, в пойме охоты можем охотиться, а на горе мы не можем, там все частники. Не только охота общества наше, но еще 3 пользователя. Это вы все... Знаете, да, вот я здесь отчасти согласен с Кирой Петровной, да, я вот тоже слышал, что очень много жалоб, не знаю причин, да. Вы у нас, по сути, являетесь монополистом на территории городского. Ну как это так? У вас, ну, почти, да, скажем, да, самая большая, значит, площадь 103 га, у остальных там по 20, по 25, по 30, поэтому хотелось бы, ну, как в качестве пожелания, значит, высказать вам, чтобы вы, ну, как-то вот не отказывали людям, да, потому что, ну, это самая ближайшая охота, у людей же сейчас не у всех есть техника, транспорт, там, и горючие смазочные материалы сейчас у вас дорожают, там, бензин, там, значит, дизель сейчас скоро будет, наверное, за 100 рублей, да. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы вы всех допускали, принимали в члены, чтобы, ну, как бы, ну, что, как Закирия Петровна сказала, чтобы у нас не было жалоб в этой части, да, там, 100 человек жалуются, но это на самом деле много. Это не Вот, может быть. Здесь пожелание Не такого может рода. Поддержите, пожалуйста, хорошо? Ну, конечно, мы всегда... Да, пожалуйста. Информационное поле надо больше делать. Добрый день, уважаемые коллеги. Николай Андреевич, Евгений Николаевич, приглашенный. Вот у меня, судя по тому, мы сегодня обсуждаем организацию круглого стола, и там представительным органом было, ну, рекомендовано установить вот эти минимальные проценты, сколько еще сказать, общедоступные установление минимальных размеров площади общедоступных охотничьих и направить в Министерство экологии и природопользования. С учетом того, что
представлена информация департамента о том, что сегодня в основном до 68 до 70 года аукционы были проведены. Насколько вообще целесообразно сегодня пересматривать? Это вот 30%, если так, предлагается процент устанавливать, оно будет исполнено или не будет исполнено? Или мы тут просто так сидим и ждаем? Спасибо. Это пока вопрос. Николай Васильевич, да? Еще Или городскому? Нет, это, скорее всего, Николай Васильевич. Вот, смотрите, 4 у нас охот пользователей, которые как бы, 3 из них даже до 68 до 70 года там уже соглашение имеют. А вот, если будет принят закон республиканский с изменениями до 30% общедоступных, а я так полагаю, что сегодня 30% угодно Якутска нет, там 15, если исключить там, понятно, да? 15 или 20%. Вот насколько оно будет реализуемо, если вот будет принят вот этот закон о том, что 30% общедоступным сделать. И вот эти охотничьи угодья сегодня уже имеют соглашение, они как будут меняться, не будут меняться, исходя из этого. Понятно. По федеральному закону общедоступные охотничьи угодья на территории субъекта должны быть не менее 20%. И только благодаря тому, что глава района пишет, совет главы района пишет, внесены предложения, чтобы сделать их не менее 30%. А те пользователи, которые уже получили свои охотничьи угодья и заключили обстоятельное соглашение, меняться не будет. Это у нас не противодействует 30% с федеральным законом, можно так делать. Но если они получили, то уже пока менять не будем и ни у кого изымать не будем. На территории городского города Якутска останется 10 земли. Это другие района. Вот большие территории общедоступные могут выставляться на аукцион. То есть 30% для города Якутска сделать общедоступным, в принципе, это возможно. Правильно понимаю? Возможно, потом, если кто-то... Нет. Так. Вот с учетом того, что есть, распределенные, нераспределенные вообще охотничьи угодья, в принципе, до 30% для города Якутска это процент общедоступного охотничьего угодья, это нормально. Правильно понимаю? Это реализуемое. Нормально, не нормально. Реализуемо. Если закон будет такой принят, тогда реализация, оно как бы уже будет, правильно? Будет реализовано или нет? Или это просто опять такие... Давайте это самое, я все-таки буду соблюдать. Еще раз. Если 30% делают наши депутаты, примут такой закон, насколько оно будет оно реализовано на территории города Якутска или нет? Вот этот вопрос. Есть? Нет, не будет, нет. 30%. Имеется в виду, что закон обратной силы же не имеет, да, если им выдали, допустим, тому же ЯКУИР, да, до 2 марта 2010 года, только если по окончанию, вот, допустим, вот у нас ООО БУК-АС закончилось охот соглашения 9 марта 2021 года. Вот. Если, допустим, тут же еще нюанс какой, речь идет по всей республике, 30%, то есть не в каждом муниципальном образовании, правильно же? Нет, речь идет именно 20% по всему субъекту, в принципе. Да, 30 а 30 именно в пределах каких-то определенных районов, городских округов, муниципальных районов, от 30% идет. Вот в городском округе оно будет осуществлено или нет? Вот, исходя из этого, у меня такой вот конкретный вопрос. Или просто принимается закон,
и оно будет реализовано там через энное количество лет для охотников города Якутска. Вот это я хочу понять, никак не могу понять. Не изменится, говорю. Если свободных земель нет, то она не изменится. Но согласно регуляторной гильотины, если попадаются недобросовестные охотпользователи, то, получается, высвобождаются земли. И за счет этих высвобождаемых земель общедоступные угодья могут увеличиться. Ну вот у нас же мы реестр же получили, да, вот, допустим, у Булгас у них охота соглашение закончилось в прошлом Нет, году. это опечатка до 70-го года, прошу прощения. Не в феврале прошлого года продлили полтаса. Андрей Николаевич, тут есть такое, да? Я просто думал, Они заключили о хозяйственном соглашении еще на... хорошо, тогда здесь не верить вашей справке, да, получается? Да, там опечатка идет именно по Ну, тогда Булгасу. понятно, ясно. Хорошо. Тогда речь идет о том, что, значит, там после 70-го года, или там в случае, там, если они недобросовестно будут исполнять свои обязанности, при изъятии 30% мы жители можем, как говорится, спичи, да? Я почему заостряю на это внимание, потому что действительно очень много жалоб, да, и нам же как-то надо выходить из положения. Вот. Да, высвобождаемые земли переходят Ну, сразу тогда, в получается, надо просить вот, наших пользователей, чтобы не отказывали, значит, в желании горожан, значит, участвовать в их обществах и охотиться на территории города Якутска. Хорошо. Так, уважаемые коллеги, будут ли еще у нас выступления? Есть выступления у нас? Есть. Пожалуйста. Егор Егорович, руководитель СПК «Антидес». Добрый день. У нас вот, если посмотреть, территории очень маленькие. И со всего города люди приходят очень насыщенные. Вот вы говорите, всех удовлетворить. У нас, Ну, во-первых, не всех. Речь идет о статах, ну, может быть, под 100 человек желает, которые не попадают. то, что у нас и лицензии ограничены, тоже немного дают. Да? Конечно, мы хотим со временем более такие цивильные переходить, уже начали. Это выращивание самим вот, полудиким образом животных и организованные коллективные эти организовать, а не раздавать лицензии, вообще коллективы выводить и так далее. Что нами сделано для этого? На сегодняшний день мы построили 5 охотничьих домов. Это для нас очень большая нагрузка на свои личные деньги. И из-за того, что территория небольшая, лицензия ограниченная, получаем год сахатового леса у нас, территория маленькая, и 20 год кашует. Вот это разделить между всеми и всем угодить. Это сложная задача. Плюс с наших территорий вот хотят сейчас отобрать часть. Это до того, оказывается, был создан этот особо охраняемая зона, да? Оказывается, мы это не знали. Нам было подписано, мы соглашение. У нас вопрос подняли, когда я прошу перепить. Я считаю, что нарушение было вам выдано, особо охраняемая природная территория, она относится к ответственности определения муниципальное. И я считаю, что министерство здесь превысило свои полномочия. Поэтому давайте просто отыграем обратно, значит, это должно быть видение муниципальное. По закону, как постановлению правительства, представительство федерального закона. Но когда план имущественного управления, это 20%. Так, ну, теперь с нашей точки зрения посмотрите, да? Если 25 тысяч гектаров оттуда отберем, да, что останется? Нет, смотрите, я вопрос... И это, я считаю, что это тоже закон обратной силы не должен иметь. Когда подписывали, ничего не было. Мы же деньги за это платили. В 2001 году еще было время. Да, в 2001 году подписали, все. Там никаких нам не объяснили, вот ваши земли, вот это деньги заплатили. Это вопросы к министерству. Вы поймите, что я
ну, раз такой вопрос вы публично подняли, то давайте публично вопрос. Есть верховенство закона. Федеральный закон, дальше постановление правительства. Вот, в нарушении постановления правительства, я не знаю, почему министерство сделало следующее. Вопрос министерства. Но с точки зрения закона, вот мы сегодня, как муниципальный служащий видели, мы все равно будем приводить соответственно. Конечно, каждый со своей... Муниципалитет надо заключать, но видя такое, мы не можем дальше. Значит, я вопрос вам ставил, я поставил этот вопрос в министерство, но мы видели этот факт, как мы можем. Но мы кровно интересованные люди, нам невыгодно это уменьшать, и когда подписывали, почему ничего нет. И мы за это затратили определенные материальные затраты, построили и так далее, и сейчас солончики и так далее, все это облагоустраиваем. И вдруг бабах, 20 лет тому назад, оказывается, было так, землю возвращать. Это же несправедливо. Так нельзя. И окопов тогда можно. И плюс, это сколько у нас гектаров? Никаких ограничений нету. Сейчас вот гектары стали раздавать, и люди занимают площади. Там какая живность потом будет? Тоже надо, наверное, внести там какие-то ограничения. Охоту вводят, например, столько-то раздавать на гектар, а сколько-то нельзя. Если там поселок будет скоро. Понятно, но здесь каждый, конечно, со своей колокольни будет судить, да? Я Юрию Петровичу показывал, какая территория у них заходит на условно-охраняемой природной территории. У вас вообще маленькая территория. Нет, маленькая, не маленькая, это дело в принципе. Вот очень маленькая территория заправляет условно-охраняемой природной территории. У ТАСС в основном. Ну, у меня какой-то, пусть они сделают это зону второго покоя. Вот что вы там не понял. Тогда будет более-менее. Смотрите, давайте, я извиняюсь, что перебиваю вас, Николай Васильевич, это просто на самом деле предмет другого разговора, не этого совещания. Но раз мы его начинаем так обсуждать, то тогда к вам вопрос. Вот у вас есть реестр особо охраняемых природных территорий Республики Саха, правильно? Официально установленный реестр, в котором есть зона покоя с лошадью, которая утверждена еще с 2001 года, и вот не имея этот нормативно-правовой документ, имея постановление правительства, пункт 1.2 приложения 2 к нему, в котором сказано, что особо охраняемая территория, которая закреплена за муниципалитетом, она остается за муниципалитетом. О чем мы разговариваем? Здравствуйте, меня зовут Борис Игорь Петрович. Сейчас я вам слово не говорю. Я хотел бы объяснить. Представитель ГУЛТАС. Хорошо, ну тогда представьтесь. Меня зовут Борис Игорь Петрович, я директор ООО ТАСС, вот хозяйство. Ну, правда, вот когда в 2010 году, когда вот выделяли вот охотничье хозяйство, никто нам не сказал, что на нашей территории находится ОПТ. Это 10 лет мы работали, потом в прошлом году, в 2021 году, когда мы заключали это соглашение, тоже никто не сказал, что там находится ОПТ. И вот недавно только нам пришло письмо, что получается половина территории нашего хозяйства это ОПТ. Вот за 20 лет вообще там никакой работы не велось. Я ни разу не видел, чтобы там какие-то технические мероприятия кто-то проводил. Просто на бумаге было, что это ОПТ. И вот получается сейчас ровно наша половина, наша территория самая маленькая, считается по всей республике, ООО ТАСС это 25 тысяч гектаров. Юрий Петрович, поймите, пожалуйста, да, мы сейчас обсуждаем еще другой вопрос. Если там, допустим, министерство превысило свои полномочия, тут как бы, ну, я думаю, что либо суд, либо вышестоящий орган правительства разберутся. Мы сейчас обсуждаем совершенно другой вопрос. Я предлагаю нам не отходить от существа нашего рассматриваемого вопроса и рассматривать наш вопрос по повестке. Хорошо? Это вот эти вот споры, они сейчас абсолютно ни к чему. Нет, хорошо, как люди совершенно с вами Конечно, согласен. вопрос. Это просто мы вышли из-за рамки повестки. Да? Я планировал,
и готовы этот вопрос обсудить отдельно на соответствующем совещании, да, с учетом всех нормативно-правовых актов, которые регулируют этот вопрос. С вашей точки зрения, ваша позиция тоже должна быть услышана. Но и если мы найдем способ восстановить правильное землепользование, правильный юридический статус этого земельного участка, который относится по ОПТ, и ваши переживания относительно того, что вы там провели определенные работы, да, это другой разговор. Но если мы сегодня в рамках обсуждения закона республики будем ставить этот частный вопрос, это уже правда. Давайте просто в рамках повестки останемся. Так, Елена, вы что хотите? Нет, Андрей Николаевич, я абсолютно согласна с вами, потому что это не предмет сегодняшнего разговора и вообще разрешает, просто пустая трата времени. Спасибо. Хорошо. Так, уважаемые коллеги, есть еще у нас предложения, вопросы только по повестке. Пожалуйста, Кирилл Ильич, Алчев. Ну, по повестке я хочу также отметить, что у нас на территории городского округа города Якутск, территория, общедоступная территория, оставалась, раньше была определена, это долина Туйматы, от Подолинского до Галатского мыса, да, и острова города Якутск. Знаю, что город сейчас очень быстро, большими темпами развивается, и в принципе общедоступной территории останется в ближайшее время очень мизерный процент. Останутся одни острова. Поскольку правилами охоты у нас разрешается охота от крайнего строения 200 метров. То есть если дом стоит, 200 метров, пожалуйста, можно будет охотиться. Если нет, то все. Долина Туйматы — единственное место, которое у нас есть еще какие-то водные водотоки, да? И остальное острова. По факту это можно сказать, что неполноценные охотничьи угодья. То есть в весенний период граждане приходится сейчас выбираться на острова, потом происходят случаи, как у нас бывает, МЧС спасает и так далее. А в тайгу, получается, они попасть по факту на гору поднимаются, Якутское городское общество охотников рыболовов, дальше идет у нас община Венская, да, до ресурсного резервата. То есть вот в этом случае у нас действительно вопрос по уменьшению особо охраняемых территорий на городском округе станет. Потому что многие охотники просто-напросто не смогут выйти, поскольку, как говорят наши коллеги, их территории перегружены. На этом озере охотится там Иванов, получил путевку раньше, Сидорова. Значит, не факт, что он будет все не охотиться, и из-за этого возникают определенные конфликты не только на территории городского общества, но и на всех территориях. Поскольку к нам приходят со всей республики, получают разрешение на разплавающие вещи. И эти вопросы действительно возникают, что не могут найти, поскольку у общества есть только юридический адрес, где они могут, граждане в любое время могут получить лицензии. А того же Атласа в частном доме где-то найти, телефон не берется, и эти вопросы возникают. Кому там лицензию, кому не там, то есть какие-то личностные вопросы. Поэтому, вот как Николай Степанович ставит территорию особо охраняемую, да, это, конечно, в коем случае мы против. Это единственная территория, она является на территории города Якутска, действительно, территорией воспроизводства дичи. И режим соблюдается, он, в частности, имеет непростую схему попадания туда народа и действительно является территорией пополнения копытных, водоплавающих дичи. Но в то же время Николай Степанович Шутарев, касаемо особо охраняемой территории республики, в осенний период охотникам, всем желающим, для охоты на водоплавающую дичь, получая разрешение Департамента биологических ресурсов, они могут осуществить свою нужду по охоте, во-первых, по водоплавающей дичи, купив путевку, которая стоит всего 650 рублей, в отличие от тех путевок, которые продаются пользователями, да, и сезон охоты охотится на особо охраняемых природных территориях. Никто им этого не запрещает.
и не ограничивает вот этих сборов. Поэтому в зимний период действительно охота на копытных там разрешается по квоте, по результатам зимнего маршрутного учета. Эти лицензии точно так же выделяются гражданам на основании жилья, и они могут посетить, если они выехали действительно, да, то в остальные периоды, конечно, эта территория является неприкосновенной. И находится под контролем, и в таких случаях, что там охотятся, браконьерят. Единичные случаи бывают, конечно, но если попадаются, инспекторами, конечно, пресекаются. То есть здесь вопрос, конечно, встает вот о будущем развитии все-таки территорий общего пользования, которых на территории города Иркутска останется скоро только охрана. И здесь нам вопрос может решать как-то в плане вот, с нашими охотпользователями, то есть механизм такой совместно с муниципальным образованием, допуски как-то охотников на их территории, может быть, парком и так далее. Либо принятие желающих и так далее. Юрий Евгеньевич, а вот тогда такой вопрос, а вот в других муниципальных образованиях, я имею в виду, где в других субъектах, там есть какая-то практика в этом плане? Потому что просто надо решать мы же прекрасно понимаем, что территория... Сейчас я говорю, вот у нас же вот, и, допустим, правление Союза общества охотников, да, понимаете, это просто нам тоже поступают жалобы, да, что действительно люди не могут нормально, значит, поблизости от места проживания находиться. Значит, как-то вот, ну, я не знаю, какой-то, может быть, и практика, это опыт есть в университете. Ну, во-первых, вы же прекрасно понимаете, что территория городского округа, она очень небольшая и компактная по отношению к другим территориям. Поэтому там таких проблем, как бы, как Николай сказал, не возникает. Да? То есть территории очень большие, численность населения все-таки территории города на 37 республики проживает, да? Большая часть. Там, ну, и поэтому там территории все-таки они... Я имею в виду всей стране. На западной части. На запад, да, это скажет, что на территории все-таки республики у нас больше, Хорошо, уважаемые коллеги, я вас понял, спасибо. Переходим к рассмотрению рекомендаций наших депутатских слушаний. Из доклада заместителя министра экологии для пользования лесного хозяйства понятно, что существуют у нас определенные вопросы, касающиеся расчета процентов общедоступных угодий. Как было указано выше, согласно федеральному закону, процент общедоступных угодий должен составлять не менее чем 20% от площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. Исходя из этих норм, может сложиться такая ситуация, что наибольший процент общедоступных угодий будет в отдаленных арктических районах. Более того, учитывая низкую продуктивность охотничьих угодий республики, 20% общедоступных угодий не может удовлетворить основную массу охотников в густонаселенных районах. Учитывая значимость данного вопроса, среди охотников республики возникла необходимость внесения исключения в республиканский закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов после проведения всестороннего анализа данного вопроса, широкого привлечения специалистов, заинтересованных в Министерстве ведомств, администрации МУСов и районов и общественных организаций. В данное время группа депутатов Собрания документов совместно с Министерством экономики для пользования лесного хозяйства подготовлен внесен проект закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, внесение изменений в этот закон, в котором предусмотрено положение о том, что общедоступные охотничьи угодья составляют не менее 30% от общей площади охотничьих угодий республики и устанавливаются в пределах границ муниципального района или городского округа на основании решений представительных органов муниципальных районов. Уважаемые коллеги, депутаты Собрания документов и Министерство экологии и природопользования лесного хозяйства с 2012 по 2021 год провели определенную работу, можно сказать, масштабную работу по всей республике по территориальному охотоустройству. И здесь предлагается поддержать коллег и принять наши рекомендации.
Здесь я хотел бы попросить секретаря зафиксировать предложение, внести в протокол и таким образом предлагаю принять следующие рекомендации. Собрание документ поддержать внесенный проект закона Республики Саха-Якутия о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, в котором предусмотрено положение о том, что общедоступные охотничьи угодья составляют не менее 30% от общей площади охотничьих угодий Республики Саха-Якутия и устанавливаются в пределах границ муниципального района или городского округа на основании решения представительных органов муниципальных районов и должны составлять не менее 20% от общей площади охотничьих угодий муниципального района или городского округа. Второе. Утверждать администрацию города Якутска по итогам принятия закона Республики Саха-Якутия о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, разработать проект решения Якутской городской думы об установлении общедоступных охотничьих угодий на территории городского города Якутск, которые будут учтены в проекте схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Республики Саха-Якутия. Уважаемые коллеги, нет возражений? Нет. Возражений нет. Значит, тогда на этом депутатское слушание у нас завершается. Всем спасибо за работу. Телевизор выставлен.